В этом выпуске программы «Взаимный интерес» мы решили поговорить о молодежной политике, но не с чиновниками, а с молодыми людьми. Что они думают об этом, какие практики, например, из России можно было бы внедрять в Абхазии, и нужна ли республике единая молодежная организация. У нас в студии гости — это Илья Чехери и Ильмина Хашба, представители молодежи, молодого поколения, люди, которые активно участвуют в жизни страны, участвуют в различных мероприятиях, молодежных конференциях и других форматах за пределами России. Поэтому их мнение для нас очень важно и интересно. Большое спасибо, что с нами здесь в студии. Спасибо. Приветствую, спасибо. Ильмина, Илья. Я хотела бы вообще наш разговор построить на некоторых цифрах. Вот Илья в курсе, я ему эту ссылку отправила, ссылку на материал «Спутник», где мы рассказываем об опросе, социологическом опросе, который провели в лаборатории Абхазского госуниверситета, где работают сотрудники МГУ. Этот опрос касается молодежных организаций. Тема опроса — молодежная организация Абхазии, реальность и ожидания. И вот в этом опросе очень много важных и интересных данных, которые мы с вами планируем обсуждать. Давайте, наверное, с общего вопроса начнем, с того вообще, как вы считаете, насколько сейчас активная молодежная жизнь вот в рамках, да, республики, насколько активно молодежь взаимодействует. Илья, все-таки давайте с вас начнем вот так по часовой стрелке. Молодежь в Абхазии, мне кажется, очень активная, потому что я очень часто бываю за границей, в российской, в частности, федерации, и вижу, какая там молодежь. Наша молодежь все-таки, мне кажется, из-за нашего количества, точнее, маленького количества нас, очень активная. Мы вынуждены всегда быть в такой борьбе, постоянно участвовать в каких-то мероприятиях, потому что если не мы сами, то кто за нас делает что-нибудь? Поэтому, я думаю, мы громче говорим о себе. Ильмина, вы, можно сказать, рекордсмен. Вот в Госкомитете про вас говорят, что вы рекордсмен по участию в мероприятиях, наверняка потому, что вы интересны аудитории российской, вам есть что рассказать. Вот как вам кажется, насколько мы сами вот готовы вот к такому взаимодействию, сотрудничеству? Вот Илья говорит, что мы громко о себе заявляем, громче, чем, допустим, российская молодежь, потому что нас мало. Вам как кажется, мы готовы громко о себе говорить? Конечно, на самом деле так и есть. В этом году буквально за 2 месяца я уезжала в 8 раз за пределы Республики Абхазии, и, если честно, это уникальная возможность для нашей молодежи, и наша молодежь хочет выезжать и развиваться, и знакомиться с новыми людьми, узнавать много нового. У нас на самом деле очень активная молодежь. Куда бы мы ни приехали, нам говорили, что вот, у нас недавно были ваши ребята, они очень активны, любознательны, они нам очень понравились, им все интересно, и они хотят учиться. А вот практики, которые вы там видите, да, опыт, который есть у российской молодежи, какой бы мы могли перенять? Потому что сейчас у нас не так много вообще молодежных организаций. Мы эту тему неоднократно поднимали здесь в студии. Был период в Абхазии, наши коллеги, еще будучи молодыми, они были участниками молодежного движения. И вот они вспоминают такой с ностальгией период, когда мы были вот в разных организациях. Это столько всего нам дало. Это благодаря, может быть, этим организациям мы сейчас здесь, и мы сейчас вот работаем. Вот как вам кажется, достаточно ли вот с одной стороны потенциала, чтобы эти практики перенять, и какой опыт нам был бы интересен российский? Потенциала, мне кажется, очень много талантливой молодежи, которая готова действовать. По поводу практик очень важно не просто все Ctrl-C, Ctrl-V как бы копировать, а стараться изучать наше общество и находить наиболее подходящие практики. Из основных, мне кажется, очень много лет пытаюсь вообще продвигать эту идею, это создание системной подготовки молодежи на всех уровнях, начиная со школы. Это школьное самоуправление, очень важный институт, где школьники сперва учатся проводить какие-то сценки, то есть в каждой школе есть ответственный за организацию мероприятий. Но если у этого человека будут избраны молодые ребята, то есть существовать будет структура, чтобы молодые ребята организовывались внутри школ, какие-то организации. Это зачастую называется школьное самоуправление. Там часто бывает избирают президента из учеников. И
эти ребята получают первый опыт. Дальше, условно, они идут в институт. В институте это уже союзы студентов и подобные организации. Все эти практики очень хорошо используются в Российской Федерации. Это реально серьезные школы, где ребята уже на самом раннем этапе, которые имеют нужные, необходимые задатки, они там реализовываются, растут. И это, понимаете, это такая лестница, по которой ребята реально постепенно идут выше и выше, а потом они доходят до каких-то уже управленческих должностей. Мне кажется, нам нужно это создавать, и тем самым мы предотвратим вот это, когда человек до лет 25-30 не знает, чем он занимается, что он хочет в жизни, и он чем угодно занимается, начиная от бизнеса, заканчивая какими-то незаконными, допустим, замечательно, делами. если бизнесом. Да. И потом он, оказывается, в 30 лет захотел стать депутатом, и имея ресурсы определенные, он становится депутатом. Здесь же мы должны создать инструмент такой, лестницу, по которому молодые ребята уже со школьной скамьи будут двигаться в этом направлении. Общество будет видеть их, общество будет контролировать их и влиять на них. Ну и кроме того, что общество видит, мне кажется, они маленький свой вклад в развитие общества тоже будут вносить таким образом. В школе тоже можно реализовывать разные проекты, там, экологические, да, элементарно, да? Да. Пойти убрать там берег, мусор собрать или что-то вот в таких маленьких вещах и проявляется наша вот любовь к родине. Мне кажется, вот ее надо воспитывать, вы действительно правильно говорите, со школьной скамьи. Эльмина, вы вот кивали Илье. С чем вы согласны, вот, на ваш взгляд, что самое важное из того, что Илья сказал? На самом деле я полностью с ним согласна, потому что у нашей молодежи есть очень много задач, очень много идей, которые бы эта организация помогла бы им воплотить на самом деле, и это поможет также для социализации молодежи. Это необходимо нам. Да. Ну и в одиночку сложнее, и как-то ты себя чувствуешь оторванным, конечно. Нет поддержки, думаешь, а тем ли я занимаюсь, чем надо? Конечно, это тоже очень необходимо. Давайте немного вот вернемся к социологическому опросу. На фокус-группах респондентами была высказана идея создания по всей стране, вот, во-первых, системы молодежных центров. Это нечто близкое к тому, что, Илья, вы говорите, и в том числе создание единой общереспубликанской молодежной организации. Мне сразу на ум, конечно, пионерская организация приходит, у нас сразу такой ассоциативный ряд. Мне кажется, никакая пионерская организация не будет работать именно по одной той причине, то, что все, что делается неестественно в плане, если это не сама воля молодых ребят, условно, которые сами объединились, а им уже потом оказывают какую-то поддержку, мне кажется, это недолгосрочное что-то. А что касается данного социологического опроса, я был реально очень сильно удивлен, то, что есть такие показатели среди молодежи. Мне казалось, то, что все это спадает, в вопросе каких-то организаций, объединений. Я думаю, это уже неинтересно молодым ребятам. И хотелось бы сделать реально такое заявление. С момента, когда я увидел это объявление, мы с ребятами, товарищами, друзьями обговорили это, приняли решение, то, что мы будем заниматься этим вопросом. Дело в том, что много лет назад мной была создана организация «Молодая гвардия Абхазии». Это республиканская общественная организация. Очень много проектов мы реализовывали. Я уверен, многие, даже если не название организации знают ее дела. Это «Мы за чистую Апсны», там было множество экологических проектов. Мы создавали приложение «Охота на свалке». Были военно-патриотические мероприятия. Очень большое внимание уделяли культуре, языку. То есть было много проектов. Это была независимая организация, которая на свои средства, своими силами что-то делала. Но у нас спал вот этот потенциал в том смысле, что мы, ребята, поступили в институты, разъехались, кто-то в Россию уехал учиться, И вот этот костяк распался. И смены поколений не произошло. Да, мы не были готовы к этому. И так получилось, что уже около 2 лет организация практически не функционирует. Услышав подобную вообще информацию о том, что в молодежи такой огромный запрос организации, мы решили выступить таким, как, скажем, маяком,
показать молодым ребятам то, что есть центры, есть такие организации. Одна из таких вот и будет «Молодая гвардия Абхазии», которая готова принять ребят не в зависимости вообще от их взглядов политических, или неважно, это человек проживает в селе или в городе, с любой точки республики. У нас есть ресурсы, свои личные ресурсы. То есть я работаю, мои друзья работают. Это не какие-то неизвестные финансы. Мы готовы вкладывать в это реально. Мы посидели, подумали. Если у молодежи есть такой запрос, мы со своей стороны готовы полностью подключиться. То есть вы готовы свою зарплату тратить на то, чтобы другие ребята могли как-то свой потенциал реализовать в рамках молодежной организации, правильно? Мы готовы последнюю копейку в это вложить, потому что 2 года назад мы поаплодировать мы можем. Ильмина, вот после вот такого призыва, как вообще дальше разговаривать нам? Ну, как можно говорить, что у нас нет единой республиканской молодежной организации, когда она уже давно существует и готова дальше развиваться? Конечно, но, как сказал Илья, он сказал то, что нет смены молодежи. И именно поэтому надо это даже со школьников брать. Конечно, чтобы вот в случае чего у нас была смена молодежи и была та подрастающая молодежь, на которую можно будет положиться, и можно будет знать, что вот они не подведут. Это наша молодежь, можно на них положиться, и все будет нормально, все будет хорошо. И это надо делать, также ничего нельзя добавить, но с разных точек. Не только вот с одной точки, а вот и из села, из районов, и из городов. Просто чтобы все были взаимодействованы там. Ну, вообще мне удивительно, почему такой разрыв. Если вот по вашим словам, я, кстати, помню прекрасно вашу инициативу, когда она зарождалась, мы это тоже в том числе освещали, но почему этот разрыв произошел? Что не так? Может, вы сбавили темп или просто люди в районах не подключались? В чем причина? Как раз и вообще, я думаю, как сделать успешную молодежную организацию тогда вот? Это все зависит от ребят. Реально, если будут ребята, которые хотят что-то менять, хотят что-то делать, тратить свое личное время, все будет. Тут вообще не про деньги, тут вообще не про какие-то ресурсы, тут даже не про государственную поддержку. То есть мы, когда начинали, мы не имели за спиной никакой поддержки там, государственной или финансовой. Мы были школьниками, которые хотели что-то менять. И мы это делали каждый день. То есть мы придумывали идею, а потом уже занимались решением задач, там, где найти какие-то средства или вообще как сделать что-то без средств. То есть, мне кажется, вот этот разрыв, он произошел только потому, что мы сами, кто-то поступил куда-то, разъехались, то есть естественным образом это спало. Мне кажется, я наблюдаю такую тенденцию во всех сферах, то есть такой подъем, потом это идет на понижение, и снова я вижу то, что сегодня начинается вот этот подъем, именно поэтому мы, поговорив с ребятами, сказали то, что мы готовы просто на первом этапе поддержать ребят, дать им какую-то возможность поделиться знанием, опытом, какой-то поддержкой. А дальше, допустим, я не уверен, что мы сможем все время с ребятами находиться. Но если будут ребята, которые начнут заниматься, мы готовы помочь им, дать толчок и, дай бог, чтобы они занимались этим. Ильмина, Илья говорит, что даже вот поддержка государственная не является вот важным фактором. Хотя некоторые представители молодежных организаций, они говорят, что вот в 2010, когда вот такой расцвет был, 8-й, 10-й, 12-й год, тогда вот была поддержка со стороны государства. Мы существовали, пока была такая поддержка, они говорят. Как вы считаете, все-таки без поддержки может вот само по себе молодежное движение, без подпитки вот такой финансовой? Мне кажется, что все равно поддержка должна быть. И, конечно же, если сейчас ребята захотят, и мы захотим это сделать, мы постараемся это все сделать, воплотить все идеи, все наши задачи, реализуем их, конечно. Но мне кажется, что все равно государственная поддержка, она важна. Конечно же. Вот как бы вы поехали с российскими ребятами, виделись, делились опытом, если бы Государственный комитет вас не поддерживал бы? На самом деле это просто большая благодарность Госкомитету нашему, потому что если бы не они, например, я и мои друзья, которые выезжали больше 5 раз, мы бы это не сделали, потому что это те люди, которые отвечали за все, за нашу... они брали за нас ответственность перед нашими родителями, они отправляли нас, постоянно спрашивали, что
молодежи, как и, если честно, нам было очень приятно на самом деле, когда мы приезжали, и у нас были встречи с министрами по делам молодежи, например, Адыгеи, Нальчика, Черкесска, и нам говорили столько приятностей за наш госкомитет, что мы сами ими очень гордились. Практики, давайте глубже все-таки поговорим про примеры, которые мы можем взять, да, потому что масштабы России, опыт российских молодежных организаций. Хочется самое лучшее взять и тут на нашу почву благодатную. Что можно, с учетом, конечно, нашего менталитета, наших особенностей, Илья, вы тоже участник мероприятий различных в России. Что вас впечатляет, что нам было бы хорошо взять у них? В России очень серьезные союзы студентов. Вот вы можете заметить, была большая активность последние 2 года в союзе студентов на базе АГУ. Дело в том, что вот около 2 лет назад нам удалось с командой союза студентов АГУ, вот как бы со мной связались ребята из Архангельска, там проходил серьезный всероссийский форум союзов студентов, и мы на него поехали, там делегация нас составляла 5 человек, поехали, и буквально за неделю нам показали такие практики, которые они реализуют на базе союза студентов. Они не просто в университете в своем что-то делают, они всему городу и даже региону, наверное, помогают. То есть и мы также вот вернулись, ребята начали реализовывать это. Это интересные практики, там как структуру нам объяснили, показали, как структура внутри работает. То есть потом мероприятия, очень много там было День студента, это когда студенты приходят, и их сразу встречают не преподаватели, а такие же, как они, студенты постарше, там наставничество, то есть это старосты, создаются, допустим, из старшекурсников старосты, которые курируют первокурсников, рассказывают, как, что именно внутреннюю кухню института, и это помогает вот молодым ребятам вообще не просто учиться там каким-то предметам определенным в институте, а учиться жизни. Это, я думаю, произошло все позже моего студенчества, потому что я такие прекрасные времена в российских вузах, к сожалению, не застала. Новые тоже современные практики, которые они берут на вооружение, это важно. И вообще про наше студенчество, когда говорят, часто слышу, что наше студенчество не такое активное, хотя в любом государстве, обществе самая активная часть — это молодые люди, студенческое движение. И в этом плане вот я от разных людей это слышала, что наши студенты не так активные. Сейчас не политику имею в виду, а в целом вообще нашу там, социальную сферу и так далее не особо включаются. Вы вообще с этим утверждением согласны, что вот именно студенческая молодежь, она не такая активная, может быть, в сравнении с другими странами? Хотелось бы поактивнее, конечно, но, мне кажется, вполне активные ребята. Вы изнутри понимаете, знаете это сообщество, поэтому можете так говорить. Практики интересные, действительно. Илья в пример приводит тоже студенческое движение, вот Ильмина тоже, то, о чем вы говорите. Но насколько это можно было бы применить здесь у нас? Как вы думаете? Что вот про студенческое движение у нас один вуз, два вуза, но сообщество большое для того, чтобы вот эти практики можно было реализовать. Для маленького общества они подходят, эти примеры? Да, мне кажется, вполне достаточное количество студентов у нас. Поэтому эту практику стоит реализовывать, ее усиливать. Вернусь еще раз к вот этому социологическому опросу. Мы, к сожалению, с Ильминой не смогли это обсудить. Илья, у нас было время до эфира поговорить подробно про этот опрос, но мы, Ильмина, вам расскажем. Вот одним из главных направлений молодежной политики в Абхазии, по мнению респондентов, видится патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. 44 почти процента опрошенных граждан считают, что вот главное направление должно быть вот таким. Как вы считаете, это вообще большой показатель? 44%? Я вообще, если честно, думала, что будет больше. Я думала, даже будет 60%, но мне кажется, для того, чтобы добить вот эти 60 даже процентов или хотя бы 50, нужно стараться по-любому, чтобы были еще лучшие результаты. Хотя, казалось бы, вот я с Ильминой здесь согласна, потому что я тоже думала, будут цифры больше, потому что мы
память о войне. 30 лет прошло, но все равно мы как бы в этом во всем живем, и мне тоже казалось, что больше людей будут считать, что... А вы как расцениваете, Илья? Может быть, наоборот, люди считают, что мы и так достаточно патриотичные, духовно-нравственные, что нам нет необходимости как-то вот акцент на этом делать? Мне же кажется, то, что здесь вопрос стоял не в том, когда ребята отвечали, не в том, то, что нам не хватает патриотического воспитания или духовного, а в том, то, что мы настолько сильно патриотически воспитаны духовно, и то, что это наши интересы. Нам это интересно. Как бы мы живем в этом. То есть я когда читал, у меня возникло такое ощущение, то, что как бы результаты, они как будто говорят, то, что вот не хватает этого в обществе, и давайте вот усилим патриотическое воспитание и так далее. А потом я посидел, подумал, мне кажется, реально ребята думают, по крайней мере, я бы так, отвечая на этот вопрос, я бы ставил это с той точки зрения, то, что мы и так духовно воспитанные, и продолжать это в этом же направлении. Достаточно патриотичные, чтобы не считать это проблемой и не... То есть я думаю, в этом нет проблемы. И как-то не координировать, что ли, молодежную политику с учетом вот этой потребности. Может быть, и так люди отвечали на этот заданный вопрос. Кстати, вот даже пример собственный могу привести своего ребенка, да, девочка, которая не очень любила спорт, но Аяйра, по-моему, называется, патриотическое воспитание, маршировки и прочее. Как только она включилась в этот процесс, активно, причем очень, и спорт полюбила, и даже желание как-то в будущем найти что-то смежное между вот этой темой. И она вот медицину выбрала, но, может быть, мне, говорит, военную академию выбрать. В общем, вот так на нее воздействовала вот такая военно-патриотическая игра, в которой она всего несколько месяцев принимала участие. Для меня это было удивительным открытием собственного ребенка. То есть это, мне кажется, говорит о том, что в нашем культурном коде, в нас внутри это заложено, любовь к родине, к своей культуре. Поэтому мы так реагируем. Ну и к главной теме нашей вот республиканской молодежной организации. Если бы была возможность ее создать, вот в каком виде вам кажется в идеальном она должна была бы существовать? Или вы как человек опытный, что бы вы, как, может быть, ваша организация трансформировалась бы, если бы у вас были достаточно ресурсы для этого, что бы еще сделать? С самого первого дня ее существования у нас были определенные такие ценности, которые мы утвердили, не прописанные, может быть, даже, но в том, что нам не нужны ни штабы, ни какие-то офисы, ни какой-то официоз, должности и так далее. Это просто группы ребят со всей республики, в каждом районе координируются, все связаны равны? друг с другом. Да, все равны в обсуждении. Пришла идея что-то реализовать, вместе собрались, подумали, распределили ответственность и реализовывайте. Мне кажется, в таком формате она должна будет создаваться, развиваться. Мы постараемся, опять же, как я и сказал, подобное заявление ни с кем не согласовано, кроме самих ребят, от наших намерений продвигать нашу организацию, вывести ее не просто, как мы регламентировали, республиканская общественная организация, а общереспубликанская в плане признанная в обществе, в которой будут состоять реально ребята разных мнений, с разных сторон. Поэтому, мне кажется, организация такая, она будет существовать долго, если мы это сделаем без должностей, без каких-то просто активы по всей республике, которые включаются в разные повестки. Эльмина, на ваш взгляд, да, эта организация, вот как Илья говорит, вот в таком формате или что-то вот нужно все-таки Нет, добавить? на самом деле он правильно сказал то, что никакие штабы, никакие организации, ничего не нужно. Нужны сами ребята, которые готовы, которые хотят это сделать. И мне кажется, все равно, и неважно вообще где, сколько, вот как... Мне пришла в голову идея, вот срочно надо поделиться с ребятами, и хочется, чтобы была все равно поддержка, и чтобы все были равны, чтобы никто не боялся, вот я скажу, у меня, не оценят мою идею, вот чтобы сказали, вот были уверены, что... чувство справедливости, Конечно. равенства, это у нас в крови, поэтому, мне кажется, вот за основу вот именно такую схему обязательно нужно брать. Большое вам спасибо, что были с нами здесь в студии. Благодарю вас, Илья, Спасибо Эльмина, вам. спасибо.
Нашим слушателям напомню, у нас в студии были Илья Чехери и Ильмина Хашба. Мы говорили о молодежной политике, о том, в каком виде она должна развиваться и нужна ли Абхазии общая республиканская организация.